Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередное заседание Республиканского методического объединения учителей информатики. Сегодня у нас тема «Пути повышения эффективности работы учителя». Коллеги, прошу в чате откликнуться, как слышно, видно, нормально ли все у нас со связью. В чате можно задавать вопросы. Значит, одним из важных путей повышения эффективности работы учителя – оценка уровней квалификации учителя, его педагогического мастерства – является аттестация педагога. У нас первым вопросом было заявлено выступление Нырковой Светланы Анатольевны, заведующей Центром аттестации нашего института, но, к сожалению, получилась небольшая накладочка, и в данный момент она занята. Поэтому этот важный вопрос мы, наверное, рассмотрим либо отдельным, или у нас еще предполагается одно заседание в апреле, рассмотрим его в апреле. Потому что сейчас, наверное, слышали уже многие, что идет обсуждение новой формы вообще аттестации на российском уровне. И как бы умение грамотно собрать свое портфолио – это немаловажный тоже фактор для работы педагога, для работы учителя. Если есть потребность в этом вопросе, чтобы его детально, подробно рассмотреть, можно в чате тогда прописать, будем мы собираться отдельно еще по этому вопросу или включим уже в апрельское заседание. Так, и поэтому мы сразу тогда переходим к следующему выступлению. Это реализация образовательных программ в рамках предметной области информатики и ИКТ, а также программ дополнительного образования в области проектирования, конструирования и программирования. Выступает Есева Вероника Юрьевна, завкафедрой математики и информатики Коми Республиканского лицея при СГУ. Я предоставляю ей слово. Нормально все. Добрый день, коллеги. Сейчас я включу презентацию. Я сегодня вам расскажу, как мы в рамках той предметной области, в которой мы работаем, реализуем наши программы по количеству часов, по объему содержательной области и по всяким разным другим вопросам. Значит, с 2008 года наш лицей перешел на углубленное изучение информатики и на профиль информатика. Программа несколько раз менялась. На сегодняшний день вот я вам вкратце расскажу про информатику в 7-9 и в профильных 10-11 классах. Значит, на данном слайде представлена у меня таблица расчесовки. Значит, если брать начальное преподавание информатики в 7 классе, это пропедевтический курс. 2 часа в неделю, у нас 3 класса, да, в каждой подгруппе по 2 часа. Значит, основа информатики, да, ну, по программе ВОС мы работаем 7-9 класс, вот уже 2-й год. Значит, в расширенной области 8 класса у нас добавляется еще по часу основа алгоритмизации программирования. В 8 классе в результате у них получается всего 3 часа. Значит, в 10 классе, я потом подробнее остановлюсь, у нас 3 класса разного профиля. Один из классов инженерно-технологический, где по 4 часа информатики в неделю преподается как бы в углубленной, да, форме. Значит, один класс информационно-технологический, также 4 часа в неделю. И с этого года, 1-й год, мы набрали класс социально-экономический, где 2 часа в неделю информатики. Значит, в 11 классе работаем по старой программе, 2 класса информационно-технологического содержания, где у нас 5 часов в неделю, 4 – это основная программа, и час добавочные интерактивные векторные графические программы. Сейчас я подробнее об этом расскажу. Значит, вот у нас здесь особенности учебного плана.
основное общее образование 8-9, среднее общее образование, углубленная подготовка информационно-технологического профиля 11 класс. И вот наше новое звено, это 10 класс, у нас 3 класса разной направленности. Вот мы с этого года начали по этой новой программе работать. Наши особенности. Наши особенности – это ведение широкого спектра элективных курсов. С этого года элективные курсы делятся на 2 группы. Первая группа, естественно, научная, физико-математическая направленность, где ребята выбирают только определенный спектр элективных курсов, и другая группа, социально-гуманитарная, где совсем другие элективные курсы предложены ребятам. Значит, в старших классах, идет профильное обучение, вот этот первый год, который мы начали вести, и, соответственно, все курсы направлены на поддержание этой темы. Такой девиз у нас есть очень интересных наших элективных предметов: от навыков проектной и исследовательской деятельности к успеху в жизни, где ребята могут определиться профессионально, выбрать себе профессию и решить, куда им идти дальше, что, в общем, очень важно на сегодняшний день. Значит, если смотреть 8-9, то дополнительный час в неделю, то, о чем я говорила в 8 классе, это информатика, информационные технологии на углубленном уровне, сам предмет добавлен. По программе Босова идет 1 час в неделю, мы добавляем еще час, получается 2 часа в неделю сам предмет. Плюс еще час в неделю дополнительный элективный предмет, он обязателен для всех учащихся, обучающихся на этой ступени. То есть получается в целом у каждого учащихся 3 часа в неделю. Значит, здесь представлены программы, которые в 9 классе по выбору, но они обязательны, то есть какой-то учебный предмет надо обязательно выбрать. У нас представлены в лицее. Здесь у нас информатика, физика, химия, биология, естественно, научный профиль. Представлены все элективные предметы. Значит, по 10-11 классам добавлены элективные учебные предметы. 2 часа в 10 и час в 11 классе. Это информационно-технологического и инженерно-технологического профиля. Плюс обязательный предмет еще 1 час в неделю к тем 4 часам, которые у ребят есть. Это интерактивные векторные графические программы. То есть в целом получается в 11 классе 5 часов. Почему я рассказываю? Потому что дальше я расскажу то, чем мы с ребятами занимаемся, чтобы было понятно, в объеме каких часов это происходит. Значит, содержание профильных учебных предметов, оно является обязательным для изучения всеми учащимися. Да, и вот оно представлено на слайде, это программирование в алгоритмах. Час в неделю в 10 классе на сегодняшний день это в классе с информационно-технологической направленностью. У инженерно-экономических там черчения. Интерактивные векторные программы, программирование во Flash, ActionScript. 1 час обязательно для всех. Вот это на 10-11 класс на сегодняшний день. Это перечень элективных предметов на 10-11 класс. Линии предметов мы сохраняем, то есть то, что начинается в 8-9 классе, в 8 ознакомительно, в 9 уже предмет, и в 10-11 эта веточка продолжается с теми же преподавателями. Но есть следующая особенность. Со ступени с 9 на 10 по желанию учащихся можно поменять элективный предмет. Но уже в рамках 10-11 класса это сделать нельзя. То есть предмет нужно выбрать и до конца уже на защиту выходить с проектом по этому предмету. Значит, сейчас я хочу рассказать о программах доп. Образования, проектировании, конструировании и программировании, и предметы кружковой деятельности, то есть дополнительная программа. Что в рамках этих программ мы делаем? Вот последний проект свежий, о чем хотелось бы рассказать, это в ноябре 2017 года. Команда лицея выезжала в Москву на образовательную профильную смену движения Техномира «Энергия Солнца». Проводит ее МГПУ, школьная лига Роснана. Вот это открытие этой линейки. Значит, по составу учащихся это было 3 региона: Москва, Московская область, Сургут и Республика Коми. Вот первая осенняя смена, обычно смены летние, на них приезжает больше ребят. Вот осенняя смена была вот в таком составе из 3 команд. Был очень плотный график обучения. Решали инженерные кейсы, очень интересные 2 кейса было на 3 группы. Участвовали в конкурсе командные проекты, мастер-классы, тренинги. Ну, в общем, было очень интересно. Ребят знакомились с музеями. Этот музей Эйнштейна представлен прямо в корпусе МГПУ, где мы занимались.
Там показывали даже нам опыты, различные интересные представления научные. В общем, ребята были довольны. Это прям первый день, самое начало проекта, в который мы приехали в ноябре. Значит, безусловно, да, молодежь, 8-10 класс, и день рождения, и встречи, все, что надо для отдыха. Кроме того, что мы были на Земле, полетели еще в космос, да, очень интересный проект Марс ТФО сделан на базе планетария. Это ребята в зале ожидания перед полетом на Марс. Очень все серьезно, нас разлагали на молекулы и собирали обратно, чтобы мы на Марсе могли выполнить таки свою задачу. Значит, вот команда нашего лицея собирается на Марс, нас делили на группы, давали нам задачу, и мы телепортировались. Значит, была очень жесткая программа исследований. Вот это мы уже на Марсе, видно, да, вот люди серьезно работают. Сейчас мы покажем на фотографиях, чем занимались ребята. Мы исследовали грунт, добывали урановую руду, искали воду, разводили растения для питания, для дыхания. Вот это лаборатория, где растут водоросли, да, где можно сажать растения, исследовать их в рамках невесомости. Это лаборатории различные, где ребята работали. Проекты осенней смены очень интересные. Значит, первый проект – это конструирование городского квартала на солнечных батареях. И из этого квартала вышел очень интересный проект, который у меня группа учащихся, девчонки, реализовали здесь в Сыктывкаре. Ну, мы сейчас о нем чуть попозже посмотрим. И второй проект – это создание пространства для коучинга, коучинг-центр на базе МГПУ, прямо в столовой, где мы кушали. Ну и навыки работы в команде, что оказалось очень важно. Не все игроки были командные, поэтому все получили какой-то свой опыт работы. Это защита проектов уже по итогам. Эта команда, да, у нас готовится к защите своего проекта, который делала целую неделю, ну, вот в течение всей осенней смены. Самое интересное явление осенней смены – это была поездка в технопарк в город Троицк. Вот такая вот у нас была большая команда. Нам провели экскурсии. Мы познакомились с уникальными станками, которые есть в единичном экземпляре. Только в России их вообще всего в мире около 2 или 3. Мы сказали 3-2 рабочих. Да? Показывали интересные опыты, нужно было отвечать на вопросы, участвовать в тестах, ну, изрыгать пламя. Провели по всем лабораториям, показали, как делают алмазы искусственные, показали, как выпиливают рамы для Третьяковской галереи на компьютерных станках, музей, где изобретают медицинское оборудование на современных наноматериалах. Ну и, конечно, кормили пиццей, а как же, не без этого. Что вышло из проекта с города квартал на солнечных батареях? Девочка, которая ездила с 10 класса, Анастасия, выбрала себе этот проект и сконструировала дом. Слева на фотографии это пластиковые элементы батареи, которые мы сами напечатали на 3D принтере, а справа вот такая настоящая батарея, которую мы заказали по интернету и которая заряжалась и светила лампочка, да, то есть заряжал Powerbank, от которой была подключена лампочка. Этот проект она представила, сейчас позже покажу, в Ухте на интеграции и заняла 3-е место. Это чертежи, которые она делала в компасе и приклеивала потом к своему дому. Это двери, окошки, вот такой интересный дом. Дом был сделан из плотного картона, а различные элементы его на 3D принтере в виде окошек, балкончиков видно, да, и пластиковых панелей, имитирующих солнечные батареи, сверху были представлены. Это ветряк, который, в общем, сейчас только подключается, он еще не было электронной составляющей, которая бы вырабатывала, да, наше электричество. Еще один проект, это проект моста автодорожного в прошлом году, защищали тоже на интеграции. Вот он в таком виде, в макете у нас сделан, тоже отпечатан на 3D и вмонтирован, как бы помогал нам моделист, есть у нас знакомый, который нам помогает внедрять как бы в реку, да, там, в реальные как бы события. Значит, что здесь? Здесь 3 девочки, которые вот тот коворкинг-центр, который они посмотрели в Москве, реализовали и возили в Великий Устюг на конференцию. Вот приехали с таким сертификатом. Что по программированию? Да, вот по часам программирования я показала, сколько его у ребят. Это «Открой в себе ученого», конференция Санкт-Петербурга, ВНМЕХ имени Устинова, где Егор Катаев занял 1-е место на секции информатика и математика. Проект был сделан совместно с выпускником лицея Мельникова Вадимом, который сейчас учится на
магистратуре в Сыктывкарском госуниверситете. Называется разработка API для реализации различных архитектур нейронных сетей. Работа была очень интересная, такая очень зрелая, не школьная совсем. Вот Егорка у нас такой замечательный выступает в Санкт-Петербурге. Эту работу, это наша команда интеграции, они представляли в прошлом году и на интеграции тоже. Этой фотографии, да, кроме Егора есть еще Слава Веритин, наш стобальник по информатике, в прошлом году по физике и по информатике. В Бухте вот на интеграции в этом году уже Настя с домом, с умным домом заняла 3-е место, а Гриша 2-е по электронике с использованием конструктора Arduino. Вот эта команда этого года, которая была на Ухте и очень успешно выступила. Вот в рамках наших учебных проектов, да, те проекты, что мы делаем, и те программы, что мы реализуем в те часы, что у нас представлены. Пожалуйста, ваши вопросы. Вероника Ильина, в преддверии перехода на курсы среднего образования как-то вы планируете организацию профессионального обучения? Ну вот я же говорю, с этого года, с 17 по 17 мы перешли на профиль. У нас 3 профильных класса: инженерно-технологический, социально-гуманитарный и информационно-технологический. Вот у нас профильное обучение начали уже с этого года. Нет, это профильное, это профессионально. Ну вот пока вот так. Пока так. Да, у нас общеобразовательное учебное заведение. Да. Каким образом? Все равно ГОСы предполагают профессиональное обучение, то есть там получение какой-то начальной специальности, типа на уровне бывшего начального профессионального образования. То есть вполне вы могли бы там, предположим, оператора ВМ. ГОСы предполагают профессиональное обучение. Но операторы ВМ, они не имеют права лицензии. Дело в том, что у нас есть специфика учебного заведения, это научно-исследовательская деятельность учащихся. И она не предполагает профессиональных, да, коллеги, может, есть вопросы какие-то? Спасибо. Сейчас я посмотрю в чат. Не уходите далеко. Сейчас вопрос какие-то. Может, люди какие-нибудь есть? Ну мы в чате, да. Вот я в чате же. Да, нет вопросов пока. Спасибо большое. Так, мы двигаемся тогда дальше. У нас в разделе «Электронные образовательные ресурсы» у нас заявлено 2 выступления. Это использование системы дистанционного обучения Moodle и, в частности, в системе подготовки обучающихся государственной итоговой аттестации. И я передаю слово Андрею Борисовичу Конову, заместителю директора муниципального учреждения дополнительного профессионального обучения Центра развития образования МОГОС Сыктывкар, и предоставляю ему слово. Так, вот здесь что-то. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, я должен объяснить, почему мы над этой темой работаем. Мы столкнулись с такой проблемой, что подготовка государственной итоговой аттестации занимает у наших педагогов достаточно много времени. В течение, скажем так, образовательной программы, в течение обычных уроков, эта подготовку провести в достаточном уровне не представляется возможным в связи с малым выделяемым временем. Вот хорошо, когда у нас в лицее при СГУ достаточное количество времени выделяется на информатику, но в большинстве общеобразовательных школ на информатику у нас выделяется по 1 часу в 7, 8, 9 классах, соответственно, в 10-11 тоже по 1 часу. При этом те, кто заканчивает школу ФК, ГОС еще 8-9 класс, там распределение часов так: в 8 классе по 1 часу в неделю, в 9 классе по 2 часа. То есть суммарное итоговое количество часов за ступень с 7 по 9 класс не превышает обычно 105. И вот для подготовки 9 классов к успешной сдаче государственной итоговой аттестации это, я считаю, что недостаточно. Недостаточно это еще и в связи с тем, что если вы посмотрите материал на ФИПИ, в частности кодификатор и спецификация по предмету информатика, вы обратите внимание, что на выполнение каждого задания
отведено примерно какое-то время. Ну и в частности на задание базового уровня для 9 класса в ОГЭ отводится порядка на выполнение заданий от 1 до 3-4 минут на каждое задание. То есть ребенок должен прочитать задание, должен понять по этому заданию, что от него требуется, должен понять, в каких единицах от него требуется, выработать, естественно, алгоритм решения и очень быстро решить эту задачу. А с учетом того, что если ребенок, скажем так, дополнительно не тренируется для решения задач по государственной итоговой аттестации, такую задачу, мне кажется, за 3 минуты, за 4 минуты ребенок решить просто не в состоянии. Поэтому, как нам кажется, необходимы дополнительные инструменты для того, чтобы государственная итоговая аттестация ребенок мог попробовать решать эти задачи, понять для себя, где у него, самое главное, проблемные, западающие вопросы по различным заданиям, да, ну и подготовиться соответствующим образом, в том числе психологически, к сдаче государственной итоговой аттестации. По каким вариантам мы пошли? Значит, ну, во-первых, существуют у нас с вами консультативные какие-то часы, когда педагоги с такими ребятами занимаются, если есть такая потребность в подготовке, и, соответственно, готовят к государственной итоговой аттестации. Однако, на сегодняшний день мы отслеживаем и мониторим существенный рост девятиклассников, количество девятиклассников, которые планируют сдавать ОГЭ по информатике после 9 класса. Так, например, в 2016 году по городу Сыктывкара сдавала ОГЭ по информатике примерно 600 девятиклассников. В 2017 году сдавала примерно чуть больше 800. А в этом году планируют почти 1200. То есть за 3 года рост девятиклассников, которые планируют сдавать ОГЭ по информатике, вырос почти в 2 раза. При этом у нас существуют определенные перекосы, то есть по тем предметам, мы смотрим по отдельным образовательным организациям, по тем предметам, где часов больше, например, та же самая физика, ряд других предметов, у нас деток, сдающих, например, ОГЭ, допустим, 3 человека, 10 человек, по информатике в то же время 20-30 человек. Ну и мы считаем, что, соответственно, для того, чтобы успешно подготовить, нужно использовать дополнительные инструменты, о которых я немножечко сейчас подробнее расскажу. Значит, для того, чтобы подготовить детей, готовить к государственной итоговой аттестации, мы должны четко понимать, что у нас каждый ребенок обладает своим индивидуальным уровнем. Если немножечко эти уровни подбить в разные группы, то мы понимаем, что есть дети, которые не могут преодолеть и набрать на базовом уровне задания, да, то есть преодолеть минимальный порог. Есть дети, которые хорошо справляются с базовым уровнем, и для них сложность составляет профильный уровень заданий. Ну и есть дети, которые, соответственно, хорошо в информатике занимаются, и у них есть точечные проблемы только по заданиям определенного типа. Поэтому, когда мы готовили инструмент на базе Moodle, мы, естественно, с коллегами проговорили, что нам нужно отдельно, чтобы были инструменты для работы, для подготовки к базовому уровню заданий, для решения базового уровня, для решения, соответственно, профильного уровня, ну и для решения, соответственно, заданий высокого уровня. Это в 9 классе 19 и 20 задание, 20.1 до 20.2. Значит, поэтому мы решили, мы попробовали разные ресурсы, посмотрели, сайт Полякова, Я-класс смотрели и так далее. И мы решили, что для того, чтобы мы хотим под себя какой-то ресурс сделать, мы решили, что на бесплатном ресурсе в системе дистанционного обучения Moodle подготовить подобные курсы. Вот сейчас на экране у меня открыт такой материал курсов наших. И в частности я буду говорить про ОГЭ 9 класс, но вы видите, что мы для 11 класса тоже пытаемся сделать какие-то курсы и так далее. Разбили мы подготовки ОГЭ 9 класса на 3 уровня, это базовый, профильный и высокого уровня 19-20. Внутри каждого курса предполагается размещение материалов для того, чтобы ученик мог, соответственно, изучать эти материалы, например, каких-то пояснений непосредственно к заданиям. Далее, после пояснения к заданиям, мы размещаем в курсе ссылки на видео. В данном случае мы взяли, посмотрели видео, которое готовится под брендом Foxford. И, соответственно, подготовили тесты. Тесты у нас различного уровня. Вот сейчас мы
Секундочку, я зайду в систему и покажу. Есть тесты и в системе, как раньше они были, то есть с закрытым вариантом. Есть тесты с открытым вариантом. Одну секундочку. Ну и есть, соответственно, у нас материалы, которые будут в дальнейшем использоваться, ну, например, даже с контролем времени. Необходимо сказать, что система дистанционного обучения Moodle содержит в себе различные инструменты. В том числе среди этих инструментов достаточно есть простые вещи, то есть это возможно и размещать и лекции, возможно размещать дополнительные материалы различные, и звуковые, и, соответственно, видеоматериалы. Единственное, когда мы вопрос решали по размещению достаточно емких по информационному объему материалов, мы решили, что мы будем делать определенные ссылки на, естественно, ресурсы, расположенные из них. То есть, например, на Google Диск, на Яндекс.Диск, на YouTube и так далее. Далее. Кстати говоря, к структуре управления. Надо сказать, что система дистанционного обучения позволяет, соответственно, нам управлять доступом к различным заданиям. В системе предполагается, вот помимо того, что вы видите, например, я покажу сейчас здесь, из базовых заданий вот представлены такие задания. Да, последнее базовое задание — это задание номер 17 из УГ. Соответственно, предполагается помимо текстового, помимо видеоматериала и помимо самих тестов размещать еще итоговые тесты, которые будут содержать различные варианты, но будут предлагаться учащемуся по одному заданию всех вот этих вот номеров. Да? И в дальнейшем мы предполагаем, что будет выполняться, есть возможность контрольного тестирования, которое будет выполняться на уровне образовательной организации непосредственно под руководством преподавателя. То есть схема выполнения и управления подготовкой учащегося состоит из нескольких этапов. Первый этап. Учащийся заходит, регистрируется и выполняет в произвольное время, тогда, когда ему захочется, отдельные задания. Каждое задание само из себя представляет набор, базу из 15 вопросов, из которых выборка идет 5 вопросов при одном тестировании. То есть постоянное происходит перемешивание, из 15 вопросов 5 любых можно выбрать. Поэтому даже если параллельно у вас учащиеся будут заниматься, естественно, получить один и тот же тест в каждом задании будет достаточно сложно. Понятно, что они могут пересекаться, но совпадать вряд ли. Помимо этого перемешивания в самих заданиях, в тестах, да, естественно, еще будет происходить и перемешивание самих ответов. То есть невозможно ребенку, например, даже если это, например, задание, условно говоря, закрытого типа, да, невозможно будет ребенку там быстро, срочно общаться со своими друзьями, с одноклассниками, быстро говорить, здесь ответ А, здесь ответ Б и так далее, и так далее. Вот это, так сказать, очень серьезное преимущество системы дистанционного обучения Moodle. Далее, после того, как будет выполняться задание дома, например, да, где учитель, пожалуйста, он предоставляет такой доступ, естественно, вопрос возникает о том, каким образом дети будут подтверждать, что действительно они самостоятельно, во-первых, освоили эти задания, выполнили эти задания, получили соответствующие отметки. Для этого предполагается разработать контрольные тесты, которые дети будут выполнять непосредственно в образовательной организации. То есть они приходят в школу, обращаются к учителю, учитель выходит на контрольный тест, предоставляет им доступ, и под своим логином, имеется в виду под детским логином, детки будут эти тестовые контрольные выполнять. Дальше, соответственно, они будут получать отметки те, которые вот они отработали предварительно здесь на тестах задание 1, задание 2, ну и так далее. Вот таким вот образом. И следующий уровень подготовки будет связан непосредственно с тем, что дети должны уметь выполнять задания за примерно то время, которое определено по спецификациям и кодификаторам FIPI. То есть здесь в системе Moodle мы можем ограничивать время определенное, да, или просто его замерять. То есть вы можете самостоятельно установить, например, что задание длится, условно говоря, там, 5 минут, или наоборот, что вы указываете и время запоминается, и по времени вы уже определяете, сколько ребенок его выполнял. И в этом случае как бы есть возможность отрабатывать быстрое выполнение заданий за ограниченное время. Вот таким вот образом.
Ну, что еще рассказать? Вот так это выглядит у нас. Вопрос есть. Давайте вопросы. Проще, наверное, на вопросы будут отвечать. Да, вопрос такой. Если ребенок слабый, не справляется с заданием, нужно помогать, каким образом будет? Вот смотрите, если у ребенка слаб, здесь еще чем хороша система Moodle, да? Она позволяет увидеть, что ребенок, например, задание выполняет, но с ним не справляется, у него нулевые результаты. Таким образом, в системе Moodle мы можем увидеть проблемную зону. То есть мы можем понять, что, например, не то, что ребенок слаб, может быть, ребенок и сильный, но с заданием определенного типа, например, с логикой, он не справляется. И значит, здесь у нас есть возможность вот эти конкретных детей сгруппировать. Да? То есть не на 40 человек, а, допустим, выделить вот эти 10-12 человек, которые с логикой не справляются, а может и все 40. Да? И тогда проводить, соответственно, с ними уже консультации тематические. Не просто консультации по всему предмету, да, что и сложно для учителя, потому что такие консультации нужно давать много. А именно консультацию тематическую. И, соответственно, в дальнейшем по этим определенным заданиям, прямо отдельно, условно говоря, логика, это у нас задание, ну, условно говоря, задание, например, 3, да, по этим заданиям ребята выполняют те же самые тесты, причем тесты все время, еще раз говорю, они будут перемешиваться, они все время будут меняться. Мы можем увидеть, достаточно ли было ребенку этой консультации. Или, может быть, еще все-таки 5 человек из тех 12 не поняли какой-то материал, их надо пригласить и посмотреть. Это первый момент. Второй момент. Поскольку в самих заданиях содержатся дополнительные материалы для изучения, причем для девятиклассников очень важно, чтобы эти пояснительные материалы имели небольшой объем по времени. То есть их невозможно за видеолекцию какую-то посадить там на час, они сбегут. 3 минуты, 5 минут видеолекции, которая поясняет хотя бы основы какие-то для решения вот этих заданий, да, они их смотрят и пытаются применить полученные знания, полученные навыки на отработке уже конкретных тестов. Ну, вот таким вот образом. Андрей Борисович, насколько наполнена уже ваша система и каким образом она будет доступна только Сыктывкару или каким образом другим регионам, школам получить доступ? Что мы сейчас предполагаем? Значит, на сегодняшний день система наполнена на 100%, пока вот по первому уровню. То есть это когда уровень произвольного выполнения тестов, да, то есть без ограничений времени, контрольных тестов пока нет. Да? Но все тесты уже наполнены в каждом задании по 15, база идет 15 вопросов, из которых выбирается 5. То есть, в принципе, можно запускать, можно работать. Есть определенные нюансы. Во-первых, сейчас мы вместе с методическим объединением учителей города Сыктывкара пересматриваем содержание и по части вопросов, которые, ну мы же брали базу как бы вот уже тоже вот за несколько лет, есть вопросы, которые как бы очень давно уже были прорешиваться, и на сегодняшний день в материалах ФИПИ эти вопросы становятся неактуальными. В этом мне сейчас помогают коллеги. Мы как раз такую выборку делаем. И выбираем, если мы, скажем так, за основу сейчас брали вопросы с сайта Полякова, то сейчас мы начинаем еще добавлять туда с сайта ФИПИ вопросы, соответственно, ответы. И пытаемся немножко все-таки актуализировать, чтобы это действительно было актуально для сегодняшнего дня, не для вчерашнего. Это во-первых. Вот. Во-вторых, значит, еще раз говорю, мы попытаемся сделать контрольные тесты для того, чтобы можно было уже начать использовать как дома, так и внутри учреждения, чтобы появлялось. Ребенок не будет просто так решать у нас задание до тех пор, пока он не понимает, зачем ему это надо. Если мы говорим ребенку, ты вот сейчас все это прорешаешь, и ты будешь очень здорово решать ОГЭ, для него это не мотивация. Ребенку надо конкретно увидеть осязаемый ответ. Он прорешал задание, пришел к вам, сделал контрольный тест, получил свою 5 или 4, или, ну, например, 3, если совсем все не получается. То есть нужно, чтобы была конкретная мотивация. В противном случае, как показывают даже международные исследования, системы дистанционного обучения, когда мотивации нет у пользователей системы, они постепенно просто умирают, потому что они, в принципе, никому не нужны просто так. Нужно, чтобы был конкретный практический смысл, чтобы ребенок видел, да, я это делаю, потому что, мне, соответственно, будет проще на ОГЭ, я получу дополнительную оценочку, которая мне позволит, например, там, поднять, да, годовую, там, полугодовую, четвертную оценку и так далее. Вот. Ну и, соответственно, когда будут готовы контрольные тесты для того, чтобы учителя могли оценивать уровень подготовки, как он занимался сам. Может, он не сам занимался, может, он с друзьями занимался, может быть, он в интернете ответы находил. Да? Способов ответа на контрольные тесты
у нас много. А вот когда будут контрольные тесты готовы именно для образовательных организаций, мы эту систему начнем опробировать на отдельных детках, чтобы посмотреть, насколько эта система адекватна их условиям развития. Ну вот таким мы планируем образом. То есть данная система еще не введена в эксплуатацию? Данная система в эксплуатацию не введена. По второму вопросу, на уровне республики, на уровне города. Естественно, на уровне города, попробуем, попросим, соответственно, с КРИРО договориться провести некую оценку внешнюю экспертную. Да? Может быть, эксперты посмотрят и скажут, что система вредна для образовательного процесса и запускать ее нельзя. И если будет положительное экспертное заключение и, соответственно, институт предложит нам разместить вот эти материалы на сайте КРИРО там, или портала открытого образования, как это получится, то, естественно, мы проведем импорт. И в этом отношении хотелось бы сказать, что преимущество системы Moodle еще заключается и в том, что для того, чтобы произвести импорт в альтернативой, ну, то есть, например, с муниципальной перенести на республиканскую систему, существует встроенный конкретный инструментарий, который позволяет экспортировать и импортировать базу определенного курса достаточно быстро. При совпадении версий системы Moodle, то есть это, конечно, надо отслеживать, это выполняется достаточно просто. То есть таких проблем не возникает. Так, ну в чате, если там посмотреть чат. Давайте посмотрим в чате, есть ли какие-то вопросы. Вот это, да? Вроде ничего пока не было. Хорошо. Сверху? Да? Чем отличается от решения? Нет, не пролистал. Ниже чуть-чуть. Чем отличается? От решу ОГЭ. От решу ОГЭ отличается следующим. То есть у вас, в принципе, вы можете планировать решение вот этих материалов своих, да, по времени. То есть вы можете дать своим детям, например, что завтра в 8 часов вечера, там, в 6 часов вечера, неважно во сколько, откроется такой-то тест. У вас 15 минут на его выполнение. То есть вы можете конкретизировать вот эти вот моменты, связанные с проблемой списывания, с проблемой, ну не знаю, там, исполнения другим человеком, например, да, и реализовать их защиту. Теперь следующий момент. По поводу других еще каких-то определенных. Вот смотрите, у нас с вами решу ОГЭ, решу ЕГЭ, это те материалы, которые вам предоставляются кем-то. Здесь, в принципе, вы можете, если вы, да, мы говорим о том, что вы можете этим пользоваться инструментом Moodle, вы можете, естественно, закладывать свои задачи, вы можете создавать свои курсы. В своих курсах вы, соответственно, можете размещать материалы таким образом, чтобы изучение материала было в виде определенной траектории. Ребенок решил часть каких-то материалов, перешел к следующему материалу. Это все можно закладывать. Поэтому внутренних инструментов у Moodle достаточно много. Я сейчас, к сожалению, в рамках своего выступления вот эти все инструменты вам показать не смогу, просто физически невозможно. Ну, а для наших учителей, вот когда мы сейчас разговаривали, мы предложили следующим образом. То есть мы на себя, как, например, Центр развития образования, берем в первую очередь техническую часть, то есть как раз администрирование. Ну, то есть самый тяжелый момент – это администрирование, заведение пользователей, там, соответственно, определение, что пользователи как работают, где работают, переведение их с курса на курс и так далее. А наши коллеги делают как бы тоже внутреннюю экспертную оценку тех материалов, которые они размещают, и, соответственно, помогают с наполнением именно содержательным. Поэтому вот таким вот образом. Ну и последний момент по поводу ГИСЭО. Вы знаете, на самом деле система Moodle достаточно легко должна подключаться к ГИСЭО, если бы мы могли договориться с Центром информационных технологий по поводу размещения специальных прикладных инструментов для переведения оценок из, соответственно, Moodle в систему ГИСЭО. Есть один очень важный нюанс. К сожалению, Центр информационных технологий, ну, скажем так, опасается использования внешних вот таких вот ресурсов, которые могут повлиять на быстродействие и вообще на работоспособность ГИС электронного образования. Поэтому на сегодняшний день такие возможности, как подключение Яндекс.Класса, не реализованы. Подключение Moodle тоже не реализовано с автоматическим переведением оценок. Ну и в данном случае, когда, в общем-то, вы будете получать оценки от системы Moodle, то есть кто, сколько, как решил, контрольный тест прошел ребенок,
то, естественно, вы можете переводить оценки руками. Ну и самое главное, что при этом вы для себя подтверждаете, что вы действительно, да, принимаете эту оценку ребенка. Оценка действительно заслуженная. И, соответственно, вы можете ставить эту оценку в тех разделах и в тех, например, темах, да, которые соответствуют решенным тестам, решенным задачам или темам, изученным при помощи системы Moodle. Поэтому вот таким вот образом. Спасибо, Андрей А Борисович. что такое можно без оценок доп. Образования? Ну, вот непонятный вопрос. В смысле Moodle без оценок использовать? Конечно, можно. Все можно. Зачет, не зачет, да. Да, Или можно, вообще просто. можно зачет, не зачет. Можно, вы знаете, система Moodle показывает не просто оценки, она показывает прогресс выполнения и изучения материалов, что самое главное. Любой прогресс. Выполнил, не выполнил, за какое время он выполнил, прочитал, не прочитал, пнул, мимо, прошел. Вот все эти элементы в системе Moodle показываются. Это очень гибкий инструмент для настройки. А это платная система. Она бесплатная абсолютно, в том-то и дело. То есть я, как посторонний пользователь, тоже могу что-то создать? Абсолютно верно. Причем система Moodle имеет в настройках своих возможность установки на сервер и на личный компьютер. То есть, если вам, например, надо потренироваться, тоже можно. Есть, конечно, нюансы. То есть, при установке системы Moodle нужно внимательно почитать инструкцию. Ну, как во всех бесплатных программах, обычно установка программы достаточно сложная. Вот. Но для учителей информатики, для профильных специалистов, это возможно. Для учителя географии это практически будет катастрофа. Поэтому, естественно, в данном случае в доп. Образовании нужно обязательно обращаться к учителям информатики, устанавливать ее и использовать ее, если вам это необходимо, если для вас этот инструмент кажется полезным и нужным. Огромное спасибо. Спасибо, Андрей Борисович. Я дополню немножко еще по поводу интеграции Moodle с GSEO. Да, в планах у нас есть такое, ЦИТ уже развернул Moodle для интеграции. Ну и у нас этот год вот как раз апробация, эксперименты и так далее. Следующее выступление у нас связано тоже с Moodle. Выступление предполагается дистанционно, поэтому мы сейчас попробуем подключить Шибаеву Валентину Пантелеевну, это город Усинск, школа номер 3. В Республике Коми еще с 2011 года реализуется такой проект, как обучение в малокомплектных школах, дистанционное обучение в малокомплектных школ. У нас 8 муниципалитетов, в 8 муниципалитетах это реализуется. В этих муниципалитетах есть базовые школы, есть малокомплектные. И вот учителя базовых школ обучают детей малокомплектных школ, там, где нет учителя, либо по каким-либо другим причинам. И одна из таких школ – это школа номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска. Вот они хотели… Сейчас мы попробуем послушать опыт, каким же образом у них организовано это обучение, тоже с использованием системы дистанционного обучения Moodle. Шибаева. Вот она как раз выходит на связь. Да, Валентина Пантелеевна, здравствуйте, мы вас слушаем, видим. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И предоставляем вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, участники РНО. Хочу предоставить вашему вниманию опыт организации дистанционных образовательных технологий в нашей школе и показать систему дистанционного обучения Moodle как эффективное средство в организации элективных курсов для сельских школ. Уже видно по нашей с вами встрече, что систему Moodle достаточно многие хорошо используют, не только слышали. Эта система предоставляет разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний и контакт. Секундочку, прошу прощения, я не показываю вам презентацию. Секундочку, прошу прощения. Так. Слышно меня? Да, все видно и слышно, презентацию тоже видим. Замечательно, Светлана.
возможности, которые предоставляют технические средства подачи информации. На предыдущем примере мы видим, они безграничны. Чтобы необходимый для школьников большой объем полезной информации не оставался за бортом, нужно эффективно использовать современную систему. И вот в этом случае как раз мы предлагаем использовать систему дистанционного обучения, в которой на сегодняшний день зарегистрировано более 40 миллионов пользователей. Спасибо. И участвуют более Всего. 230 Жень, я стран. могу здесь сейчас? Поэтому, когда возникла потребность в городе Усинск, в нашей школе, организовать дистанционные курсы для сельских школ Щелья-Бош, Усть-Уса и Мутный материк, было решено использовать данную систему. Тем более у нас уже имелся некоторый опыт положительного использования этой системы в образовательном процессе. Почему Moodle? Ну, первое преимущество, конечно, это бесплатное программное обеспечение. Используя Moodle, пользователь может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций и различных опросников. Для использования Moodle делает использование этой учебной среды удобной для преподавателя и также для обучающихся. По результатам выполнения учениками заданий преподаватель может выставлять оценки и давать свои комментарии. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала, и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. Данная система позволяет ученикам и учителям выходить за рамки привычного общения в классе. Использование телефонной сети не всегда удобно, да и электронная почта не дает такого спектра возможностей. В свою очередь, система Moodle позволяет обмениваться файлами, делать рассылки, вести форум, обмениваться сообщениями, комментировать происходящее на курсе. Система дистанционного обучения Moodle, кроме своего удобства, дает еще и возможность достаточно в непринужденном режиме учащимся осваивать компьютер. Известный факт, что практическое использование лучше закрепляет знания, чем теория. А еще интеграция онлайн-поддержки обучения открывает перед учащимися достаточно широкий спектр возможностей. Это и использование видео, и фото, и презентации, объемные интерактивные модели, проекции и так далее. В начале нашего пути для реализации дистанционных образовательных технологий сельским школам мы предложили несколько курсов. Учащиеся сельских школ сделали свой выбор, после чего с каждой школой был заключен договор между нашей школой, которая именуется школой-спутником, и сельской школой, которая именуется базовой школой. Позже на нашем сайте появилась ссылка на курсы дистанционного обучения. Ответственные за реализацию курсов прошли регистрацию в системе, получили доступ. Далее началась кропотливая работа по педагогов по наполнению своих курсов. На сегодняшний день у нас реализуется несколько курсов. Вот один из курсов «Профессиональное самоопределение» реализуется для 10 и 11 классов. Курс ведет Жаркова Ольга Васильевна. Следующий курс – это программирование в среде Паскаль АБЦ для 10 и 11 классов, которые я веду. В начале также дети прошли регистрацию и получили доступ к этой системе. Здесь, конечно, достаточно затратно по времени, но это тот процесс, который нужно провести, потому что только в этом случае мы сможем наладить системную работу с группами, потому что так работать с группами удобнее. И вот с этого момента в системе ведется автоматический журнал событий, который отражает работу пользователя, фиксирует контекст события, то есть какое задание в системе было выполнено, фиксирует все компоненты. То есть мы видим, какие выполнены тесты, когда были отправлены в прочтение лекции и так далее.
И еще, не секрет, что в классе сложные занятия, задания мы рассчитываем на большинство. И при этом одаренные дети готовы получать больше информации, а отстающие не успевают за темпом. Система дистанционного обучения позволяет каждому ребенку в соответствии с его уровнем подготовки и особенностями его восприятия изучать материал в внеклассное время, обращаясь к материалам ровно столько раз, сколько он считает ему необходимо. Помимо этого предоставляется возможность ученикам распоряжаться своим временем, решать, когда лучше приступать к заданию. Это очень важно, учитывая то, что сейчас современные ученики очень загружены и внешкольным образованием, и кружками, и спортивными секциями. Кроме прочего, данная система позволяет провести контроль усвоения материала одним преподавателем. Видите сейчас на слайде, по какой теме, сколько учащихся провели или просмотрели какую работу. Интеграция системы дистанционного обучения позволяет не только проверять домашние задания, лекционные материалы, видеть, просмотрели ли какие-то либо другие материалы, но и проводить экзамены и независимое тестирование, в которых подсчет результатов осуществляется в автоматическом режиме. Такая проверка, я считаю, позитивно воспринимаются учащимися, поскольку нивелируется человеческий фактор при выставлении оценок. Учитель как бы не является оппонентом в этой системе. Современная система дистанционного обучения содержит разнообразные элементы курса. Некоторые из них мы активно используем. Например, элемент курса «Тест». В системе преподаватель создает тесты, осуществляет настройки, например, сколько раз он хочет, чтобы этот тест учащиеся прошли, может быть, это только отработка навыков, либо тесты, которые являются контролирующими, устанавливает сроки выполнения теста и многое другое. Огромный плюс – система сама выдает таблицу с выставленными отметками. Часто используется нами такой элемент курса, как задание, так как при выполнении некоторых заданий возникают ситуации, когда ребенок должен, например, составить программу решения какой-то задачи. И в этом случае решение – это не единственный способ решения, и учащийся может проявить свою индивидуальность и показать то, какой способ он видит и какие подходы он хочет реализовать. В системе имеются дополнительные ресурсы, расширяющие возможности предоставления информации учащимся. Таким удобным ресурсом, например, является папка, когда системно группируется материал, и дети могут видеть этот материал в любое время и просматривать. И не нужно программу писать, вот как сейчас на примере на экране, а можно открыть и посмотреть, и провести какое-то редактирование, и внести какие-то свои изменения. Конечно, это не все плюсы использования системы мной сейчас были показаны. Наверное, это лучше проводить в рамках каких-то обучающих семинаров. И не все возможности системы нами реализуются. У нас есть возможность подорасти. Но конкретная цель, которую мы ставили в начале, создать дистанционные элективные курсы для сельских школ, нами была выполнена. И, пользуясь случаем, хотела бы выразить слова благодарности учителям сельских школ, курирующих данный проект. Мы понимаем, как это непросто, поэтому я бы хотела прямо назвать этих учителей: Артеева Екатерина Владимировна, Истомина Ольга Рольфовна, Киселева Эмилия Григорьевна, Канева Анна Витальевна. Поблагодарить Зайкову Анну Вадимовну, которая в прошлом году поддерживала, реализовывала курс программирования. Ну и, конечно, огромные слова благодарности нашему техническому специалисту, который сумел поднять на сервере нашей школы систему Moodle, которая на протяжении уже более 3 лет нами реализуется и используется, и достаточно дает хорошие результаты. Я могу сейчас показать ресурсы, которые у нас имеются для того, чтобы не быть голословной. Вот страница дистанционного обучения на базе СОЖ нашей школы. Вы видите, сколько здесь ресурсов, которые создаются нашими педагогами. Помимо курсов, которые мы реализуем для
сельских школ наши педагоги стали использовать систему Moodle, например, при подготовке тоже к ОГЭ «Избранные вопросы математики», где Акулова Наталья Владимировна выкладывает тесты по материалу и тесты по тому, что они проходят при подготовке к ОГЭ по математике. Достаточно интересный опыт, например, по веб-квестам, где педагоги организовывали интегрированный курс такой. Ну и мы ведем работу по пропаганде, скажем так, ознакомлению по использованию Moodle в дистанционных курсах. Ну вот, например, этот курс, он полностью заполнен, по всему курсу выложен материал. Постоянно, конечно, происходят какие-то изменения, потому что мы тоже становимся умнее, чтобы система была, скажем так, интересной учащимся. И огромное хочу сказать спасибо за предоставленную возможность выступить. Спасибо. Валентина Пантелеевна, вопрос такой же, как и к предыдущему выступающему, Андрею Борисовичу. Доступна ли ваша система для других сельских школ, кроме вашего района? Могут ли они к вам подключиться? Это первый вопрос. И учитывая то, что создается единая система дистанционного обучения Республики Коми, готовы ли поделиться своими наработками и отдать, предположим, в единую систему? Потому что я понимаю, как трудно, как тяжело поддерживать это на сервере. Видать, у вас там позволяют, может быть, финансовые возможности приобретать сервера и разворачивать на своих серверах. Вот такой вопрос. То есть вот сейчас, если какие-то другие сельские школы захотят поучаствовать в вашем обучении, вы их возьмете? С этим не возникнет чисто технически никаких проблем. Мы организуем для их группы и просто-напросто подключим к тем ресурсам, которые их интересуют. То есть здесь чисто технически никаких проблем совершенно нет. Что касается представить ресурсы, если вы, проведя экспертизу, сочтете, что те ресурсы, которые нами созданы, они этого достойны, я думаю, что мы не будем против. Спасибо. Так, Лень, как мне посмотреть, есть ли у нас вопросы в чате? Давай посмотрим. Коллеги, есть вопросы? Еще. Так, ну, вопросов в чате нет. Спасибо большое за выступление, очень интересно было, я думаю, полезно было. Я хочу дополнить просто ваше выступление, то, что у нас есть, на самом деле сейчас есть еще и республиканский ресурс, do.krilo, тоже для детей, .ru, республиканский региональный портал дистанционный, так, стоп, Коми.edu, не Krilo, это для учителей. Меня сейчас видно? Ну, Коми.edu. Единственное, конечно, здесь уже, наверное, есть ряд устаревших материалов, но тем не менее, в принципе, если у учителей возникнет желание, также у нас есть и пробные курсы, здесь учителя могут потренироваться в создании своих каких-то курсов на Moodle. И если у кого есть какие-то ресурсы, мы готовы принять. И на сегодняшний день уже развернут, я уже сказал, развернут Moodle. Именно предполагается, что это будет единая система дистанционного обучения Республики Коми, интегрированная с ГИСЭО. Она развернута, но пока пустая. И вот я уже говорил, что мы будем сейчас как бы смотреть, тестировать, пробовать, опробировать, каким образом провести, чтобы здесь все было нормально. Так, здесь мне, наверное, надо полный адрес написать, потому что по защищенному каналу размещен этот ресурс на сервере, там, где HTTPS, где Moodle, поэтому здесь адрес будет такой.
Что-то не дает. Что я неправильно брал? HTTP. И пропустил. Сегодня у нас присутствует главный специалист по Moodle Игорь Анатольевич Муртазин, поэтому можно задавать, наверное, один из лучших специалистов в Республике Коми. Можно задавать ему вопросы. Его контакты есть на портале в разделе «Республиканский метод объединения учителей информатики». Ну, вот такой ресурс как бы создан. Ну, будем, значит, мы его апробировать. И все лучшее, что есть в Республике Коми, после соответствующей экспертизы будем размещать здесь. Спасибо еще раз, Валентина Пантелеевна. И мы переходим к следующему вопросу. Это использование сайта учителя в образовательной деятельности. К сожалению, среди учителей информатики не нашлось, кто бы достойно представил этот вопрос, что для меня очень странно. Вообще, как-то активность учителей информатики очень низкая. Я предлагаю все-таки, да, вот вопросы, которые планируем, как-то, чтобы более активно участвовали в обсуждении животрепещущих тех вопросов, которые вас интересуют. Поэтому последнее заседание, которое будет в конце апреля, я предлагаю провести вот типа самосбора. Я жду от вас предложения, заявки с выступлениями, и исходя из этого мы сформируем программу последнего нашего выступления, ну, с учетом того, что нам надо рассмотреть вопрос еще по аттестационному портфолио. Поэтому вот по сайту у нас сегодня у нас будет не сайт учителя информатики, а сайт педагога-психолога. Фокинова Светлана Валерьевна, методист отдела информационно-методического сопровождения Центра психолого-педагогического информационно-методического сопровождения города Сыктывкара. Она участвовала, вы знаете, что ежегодно проходит рейтинг сайтов, и вот она участвовала, ее сайт участвовал в летнем рейтинге сайтов и, в общем-то, занял достойное место. Поэтому, Светлана Валерьевна, если можно, покажите, расскажите, как можно принять участие учителям в этом рейтинге. В ближайшее время будет открыта регистрация на этот рейтинг. Да, действительно, сейчас мы перейдем на него, все посмотрим, все покажу. Угу. Сразу сейчас перейдем еще сюда. Вот такой вот сайт, не замудренный, так скажем, но очень понятный для участников образовательного процесса родителей, на котором представлена информация. Во-первых, он бесплатный сайт, что, в принципе, доступно любому пользователю, любой, в принципе, специалист, любой педагог может создать что-то подобное под себя. Здесь у меня представлена информация обо мне в портфолио. Ну, естественно, поскольку логопедический уклон, нормы речевого развития представлена, виды речевых нарушений, раннее речевое развитие, развитие речи дошкольников, причины нарушения речи, что часто волнует родителей, ну и непосредственно все этапы логопедические игры, все, что касается часто задаваемых вопросы родителей, законных представителей. Таких сайтов подобных, конечно же, много, но каждый родитель, сотрудничая со специалистом, открывает вкладочку, так скажем, которая интересуется и подробно изучает информацию о том или ином нарушении. Что интересно, что можно записаться с этого сайта на консультацию к логопеду через Google форму, сейчас нам откроет. Что, в принципе, тоже может сделать любой специалист, любой пользователь. Запись на прием к логопеду. Также планируется
проведение вебинаров для родителей по конкретным видам нарушения и занятия по Skype. По Skype, естественно, это не сколько занятия, а сколько просто консультация. Так, ну и мы заметили, что у нас интересный значок есть. Не первый год уже участвую в общероссийском рейтинге сайтов. И вот как раз 31 мая, до 31 мая прием заявок в этом общероссийском рейтинге сайтов. Проходит это в несколько этапов. Вот, например, 2 апреля объявление критериев. Каждый год критерии меняются. Вот сколько лет уже сайт рейтинг существует, каждый год они меняют различные критерии. Первоначально они выставляют критерии в личном кабинете. Пользователь сам оценивает свой сайт по параметрам, смотрит, какие критерии западают, исправляет их, отправляет на экспертизу членам комиссии. Далее оценивают члены комиссии, выставляют свой вердикт, так скажем, кто над чем нужно поработать, что нужно изменить. Это все доступно в личном кабинете. И дальше идет снова обратная связь, когда пользователь, владелец, скажем, сайта любого, он смотрит то, что выставили ему эксперты, исправляет данное нарушение, снова отправляет на экспертизу. И вот такой вот обратный процесс двоякий приводит к определенным оценкам. И по Республике Коми вот мы видим то, что 81 участник. Данные участники у нас делятся по типам сайта. Сайт общеобразовательного учреждения, сайт дошкольного учреждения, сайт доп. Образования, сайт школьной тематики. Вот даже если мы сейчас выберем наш северо-западный регион, Республику Коми, то мы увидим то, что у нас по Республике Коми достаточно много принимают участие. Вот целых 5 вкладочек. Вот даже, например, сайт общеобразовательных. Ну вот 81 приняли, но как бы оценены были 24. Угу. 24 Кстати, здесь есть такой нюанс, что когда мы оцениваем сами себя и отправляем на экспертизу, если мы не отреагировали на мнение экспертов, то, естественно, мы просто становимся участниками или вообще можем выпасть с данного рейтинга. Ничего сложного нет. Даже если мы посмотрим по критериям оценки по прошлым, вот мы, например, можем посмотреть сайты общеобразовательных учреждений. Те критерии, по которым оцениваем мы себя и нас, эксперты, и баллы, которые необходимо набрать. Вот, например, по общеобразовательным учреждениям можно набрать максимум 25 баллов. В принципе, ничего такого сверхъестественного здесь нет. Все доступно. Причем даже несколько упрощено, потому что мы прекрасно знаем, что у нас есть требования, утвержденные нормативными правовыми актами, требования к общеобразовательным, к образовательным учреждениям. Здесь намного их меньше. Сайты дошкольного учреждения вот мы можем посмотреть. Согласитесь, неполный перечень по требованиям. Сайты, например, дошкольников могут всего лишь 12,5 баллов набрать. Сайты дополнительного образования. — 12,5. И сайты школьной тематики тоже 12,5 баллов могут набрать. По завершению выдаются значки, либо отличный сайт, либо участник рейтинга, либо хороший сайт. И выдаются вот такие вот дипломы такого плана. Так, ну вот где прописывается чей сайт, ссылка на сайт и сколько баллов набрано. Это все можно отследить в личном кабинете, но главное при регистрации, когда вы регистрируете свой сайт, сайт своего образовательного учреждения, либо свой личный сайт профессиональный, как учителя, специалиста, главное отслеживать вот эту вот взаимосвязь, оценку себя и оценку специалистов, чтобы вовремя успеть исправить замечания, выявленные в ходе проверки. Вот, в принципе, все. Спасибо. Давайте посмотрим, есть ли там вопросы у нас. Может быть, возникли какие-то вопросы. Коллеги, есть вопросы? Может быть,
Напишите, пожалуйста, адрес сайта в чат. Так, это у нас в презентации, да? Ну, мы были в блоке. А, в вордовском варианте. Я скинула на флешку. Сейчас скинем все. Так. Да, по рейтингу сайтов мы сейчас подготовим информационное письмо и разошлем по всем образовательным организациям. Коллеги, на сегодняшний день у нас все вопросы исчерпаны. Еще раз напоминаю, пожалуйста, адрес у всех есть куда можно, наш адрес есть, по крайней мере, у руководителей метод объединения, республиканского метода объединения, которые в муниципалитетах. Заявочки отправляем на следующее заседание, желающие выступить, поделиться своим опытом, представить свой опыт на республиканском уровне для формирования программы следующего нашего заседания. На этом мы заканчиваем. Спасибо всем за внимание. Всего доброго, хорошего и до новых встреч.